Как давно ты занимаешься спортом? Я занимаюсь спортом уже 7 лет. Почему выбрал именно спортивное ориентирование? Для меня само название уже было каким-то открытием и необычное название, и мне как-то заинтересовало очень. Вот в настоящем времени есть спортивное звание? Звание у меня пока первый взрослый разряд, но в дальнейшем я буду стараться и уже дойдем до мастера спорта. Задачу поставила себе стать чемпионкой мира, а может и в дальнейшем олимпийской чемпионкой. Пока спортивное ориентирование не включено в Олимпийские игры, правильно? Да. Есть такая вероятность, что ее включат? Да, есть. Просто проводить Олимпийские игры очень сложно в моем виде спорта, так как мой вид спорта заключается больше в лесу, нежели на нежели на трассе, как, например, в лыжных гонках. И ставить камеры в лесу очень сложно. И пока рассматривается. В спорте кто на тебя больше всего повлиял? Какие люди, может, какая-нибудь школа? В спорте, я думаю, повлиял больше тренер. Я беру пример с тренера, и все время стараюсь равняться. Как зовут тренера? Тимиров Адик Шамилевич. Что тебе больше всего привлекает в спортивном ориентировании? Чем этот спорт тебе нравится? В спортивном ориентировании мне нравится, как идет сама подготовка на соревнования, как вообще все проходит, и это меня очень сильно мотивирует дальше идти в этом виде спорта. А вот этот спорт спортивное ориентирование, он что из себя представляет? Спортсмен, не видя местности, должен пройти ее по распечатанной карте, которая дается ему перед стартом. И он должен пройти и собрать контрольные пункты, называется это у нас, и пройти дистанцию. Я заметил, во время бега ты слушаешь определенную музыку. Вот какие треки ты предпочитаешь слушать? Я предпочитаю больше слушать нашиды. Слушая нашиды, в моей голове больше уверенности, концентрации. Нет лишних мыслей в голове, которые мешали бы мне на тренировке. И поэтому я слушаю нашиды. Определенные треки можешь посоветовать? Ой. Вот название я не запоминаю. Как ты проводишь досуг? Обычно из чего состоит твой досуг? Кроме спорта, конечно. Я также хожу на танцы в ансамбль «Кавказ». Уже занимаюсь 2 года. Есть успехи определенные? Есть, да. Мы выступали на Навруз, танцевали чеченский танец, также нагайский. И все. Что тебе привлекает в Сургуте? В Сургуте меня привлекает, что есть возможность заниматься спортом, также учиться. И сам город очень хороший. А в Терекли ты приезжаешь редко, да? В Терекли я прилетаю летом домой, посещаю своих родных, близких. И вот чем отличается Терекли Мектеп от Сургута? Терекли Мектеп отличается от Сургута тем, что там нет близких и возможностями заниматься спортом, такими делами. Я видел твои фотографии в Инстаграме. Ты, наверное, очень привязана к бабушке, да? К Инейке. Да. Опиши ее характер, пожалуйста, в 3 словах. Как ты можешь ее описать? Моя Инейка очень смелая, очень начитанная, и я все время беру с нее пример. Слушаю истории, я могу слушать днями и ночами, как она мне рассказывает какие-нибудь. То же самое про нагайский народ я слушала, про весь Дагестан, и меня это прям очень затягивает в ней. Что самое главное, чему тебе научили родные? Веря в себя. Я все время чувствую от них поддержку. Тем самым я все больше и больше чувствую себя увереннее, любви чувствую больше. И то, что дают родные всем, думаю. Какие фильмы ты любишь смотреть? Фильмы, вы думаете, в жанре, да, каком? Я больше смотрю романтику и про спорт. Именно фильмы. Также я недавно смотрела фильм в жанре спорта, называется «Мирный воин». И это
такой прекрасный фильм. Он дает такую мотивацию в спорте. Вот, так что советую посмотреть вам тоже. А как ты относишься к фильму из 90-х, вот с Жан-Клодом Ван Даммом, Брюсом Ли, там много спортивной тематики в то время было? Ну, на самом деле я не смотрела, но я в дальнейшем посмотрю и Поделишься с нами, да? да. впечатлениями? Что самое главное в спорте? Самое главное в спорте – это вера в себя, упорство в достижении своих целей и, конечно же, воля к победе. Ты с 8 лет занимаешься спортом, спортивным ориентированием. Да. Сейчас ты перешла в 11 класс. Вот за это все время тренировок у тебя никогда не было желания бросить спорт или пропустить тренировку? Ну, у меня были такие моменты, когда хотелось все бросить, было даже лень что-то делать, но спасибо моему тренеру, он мне давал советы, причины, почему я не должна уходить, и все равно я оставалась, потому что я видела мотивацию, уверенность и веру в меня от моего тренера. А как мама относится к тренировкам, к занятию спортом? Мама относится, конечно же, хорошо. Она меня поддерживает в этом. Вот, даже когда мне было лень, она все время меня гоняла, говорила, если ты не пойдешь, то потом будешь жалеть. Поэтому сейчас я упорно тренируюсь, потому что хочу достичь своих целей и в дальнейшем стать успешным спортсменом. А после школы чем планируешь заняться? После школы хотела по профессии пойти в военный, также дальше заниматься спортивным ориентированием, развиваться дальше в спорте, в профессии своей. А ты слушаешь национальную музыку? Национальную музыку, да. Какую, например, можешь выделить? Мне очень нравится Домбра, она так запала в душу, что невозможно не слушать эту прекрасную песню. Вот. Вот что самое яркое воспоминание из твоей спортивной карьеры, которое тебе дало толчок такой моральный такой? Или помогло тебе что-то осознать, прийти к чему-то? Так. Думаю, мне толчок дали мои победы. Вообще я не любила проигрывать, поэтому с каждой победой моя мотивация росла и росла, и поэтому такие вот результаты хорошие получаются. И давайте проведем блиц-опрос. Я буду задавать простые вопросы, и на нем нужно будет коротко ответить. Что ты последний раз искала в Гугле? В Гугле я искала, как зажить свои раны, как быстро зажить свои раны. Последнее замечание от матери? Почему ты плачешь? Нельзя плакать. А почему ты плакала? Это больше семейное, думаю. Продолжим мысль. Вчера вечером за ужином. Я кушала. Когда последний раз виделась с бабушкой? Час назад. Чем вы обычно занимаетесь с бабушкой, когда вдвоем в компании отдыхаете? Разговариваем. Она рассказывает мне столько историй, от которых я просто без ума. Самое необычное ногайское слово, которое ты услышала? Ой. Так. Думаю, для меня все ногайские слова очень необычные. Вот. Так что нет определенного слова. Фильм, который ты последний раз смотрела? Так. «Мирный воин». Сургут или Терекли Мектеп? Родня все-таки хорошая, так что Терекли Мектеп. Когда замуж? Замуж я еще не думаю, так что в дальнейшем посмотрим. Если не спорт, тогда что? Учеба. Что самое главное в жизни? Семья. Что значит семья? Семья – это любовь, доверие.
И все. Вот бывает, что у взрослых и у молодежи, да, есть определенные точки соприкосновения, где они считают, что каждый считает, что он не прав. По касаемо твоей матери, вот есть моменты, когда ты говоришь, нет, мама, ты не права. Вот я думаю, что так лучше. Бывают такие моменты, когда вот ты смотришь с другой точки зрения, а мама с другой, и ты пытаешься ей донести свою точку зрения, а она тебе свою. И вот такие вот моменты, да, часто очень бывают. Вот, так что вот так. Дома на каком языке больше общаетесь? Больше на русском. А с бабушкой? С бабушкой тоже на русском. Ну, спокойно понимаешь на Да, да, дословно.